Ришату Усманову недавно исполнилось 75 лет. Большую часть из них он отдал национальному движению крымских татар. Правда, говорить об этом Ришат ага не любит, демонстрируя вместе со скромностью свой знаменитый вредный характер, от которого много доставалось в свое время усердным гэбистам. А вспомнить ему есть что. Бесчисленное количество поездок в Москву с петициями крымских татар, встречи с правозащитниками, организация инициативных групп, принудительные выдворения, спецприемники, где ему по несколько суток не давали ни еды, ни питья. Все это тогда называлось одним словом. Борьба за возвращение на родину, депортировки татарского народа и за восстановление государства. За это глаза. Таких, как Ришат ага, было много среди тех, кто стоял у истоков крымско-татарского национального движения. И все-таки его судьба намного тяжелее. В 1947 году его 19-летнего, депортированного из Крыма в Горьковскую область паренька, помощника машиниста, дважды переехал паровоз, отрезав ему обе руки. Тогда он, чудом оставшись жить и пройдя через несколько жестоких операций, решил поставить крест на личной жизни. Как со мной это случилось, я сразу понял, что жребий брошен, судьба предрешена. Думать о будущности было бы не только глупости, но и дурости. К тому времени национальное движение заменило Ришату Усманову и семью, и детей. А чтобы прокормиться, он зарабатывал рисованием портретов. Поверить в это трудно, но его картины украшали многие дома, правда, сейчас он наотрез отказывается демонстрировать и их, и свое мастерство. Мужество этого человека всегда поражало тех, кто с ним сталкивался. От него заряжались верой, что возвращение на родину возможно, если не сидеть сложа руки. С него брали пример те, кто шел следом за ветеранами. Для меня этот человек был одним из тех людей в национальном движении, насколько я слышал о нем отзывы, на кого можно было опираться, кому можно было верить. Такие люди были во всех регионах проживания крымских татар. Пусть и немного, но, по сути дела, они делали движение, они концентрировали вокруг себя людей и организовывали борьбу народа за возвращение. Мы, честно говоря, на таких людях учились. Когда мы пришли с зелеными, так сказать, молодыми, ничего не зная, пришли для того, чтобы хоть какую-то помощь оказать, участвуя физически, так сказать, своими действиями. Но когда с ними встречаешься, они постоянно своими рассказами прививали любовь, прививали стойкость. Самое главное, вот когда на него особенно смотришь, человек, который потерял, казалось бы, руки, и для него, казалось бы, уже жизнь кончилась, да? Имел столько мужества и бороться, а мы, имея руки, ноги и голову, все, отступать было просто стыдно, честно говоря. О своих собственных сегодняшних проблемах Ришат Усманов говорить не желает. Он всегда все делал сам и теперь не ждет ни от кого помощи, хотя достоин ее, может быть, больше, чем кто-либо другой. Этому одинокому человеку никогда не было легко в жизни. Но труднее всего было в 60-х, когда он одним из первых крымских татар, несмотря на все запреты, приехал в Крым и испытал на себе все прелести так называемой бульдозерной войны. Самый суровый, жестокий период был 1978, особенно 79 год. Просто беспощадно расправлялись над нами в Крыму. Специально всегда прислали арестовать, кажется, так? Чтобы он дал указание на местах расправлять. Кто обращался, ну, одни радовались, что приехал, тот, ну, всех арестовали. Сразу приезжать, налетать 40-50 военных, с автоматами, овчарками, понимаете, не прописано, раз детей в одну сторону, взрослых, кто сопротивляется, их тоже вот так. Сразу послали в Москву, сумели послать в Москву, более 300 человек, да. В Дальнегорском совхозе тогда проживало 47 семей, а мы более 25 человек послали. Прописанный дают деньги, то есть, а не прописанный в качестве делегата есть в Москву. Вот так. И там их арестовали в Москве. Они объявили голодовку. А туда их везли в Узбекистан. Тогда в 68-м его вместе с другими крымскими татарами за попытку организации митинга 18 мая схватили и вывезли в Голую степь. Думал, везут на расстрел. Но готов был сколько угодно раз вновь и вновь идти по этому пути. Мне интересно, я же крымский татар, интересно, я считаю, бороться за будущее свое даже, это и мой долг, вот поэтому. Вот они вот сейчас, Идрис Асади и другие, послать привет, чтобы я тоже
писал, что я делал национальное движение, я обратно послать говорит, слушайте, я участвую в национальном движении, исходя из своего долга перед народом, а не для того, чтобы когда-нибудь блеснуть своим активным участием или пожинать плоды своей борьбы. Это не мой стиль, понимаете. К тому же, каждый займет свое место в истории нашего национального движения, достойное место. Ну, а только если они при жизни хотят, я против них. Ришату Усманову 75. Но до сих пор возделывает свой виноградник, учит молодых, много пишет и не думает уходить на покой, чтобы дать покой другим. Да, действительно, без восстановления нашей государственности очень-очень-очень трудно будет нашему народу, это не секрет. А в этом направлении, прямо скажем, видишь, не работаете, не делаете. Все меньше и меньше начали говорить, понимаете, на конференциях, на сессиях, курултаях о государственности, поскольку нет ясно четко выраженной программы национальной движения, даже не программных принципов, потому что по программе тоже не сможешь действовать. Сейчас все меняется. Ну, к чему-то мы должны стремиться. Так, ну, кардинальным решением нашего национального вопроса было возвращение народа на родину, восстановление государственности. А такого-то сейчас нет. Как здесь, что сегодня возникает вопрос, этим занимаемся, и его не доводим до конца. Поэтому я говорю, сейчас все против всех. Каждый старается доказать, что гораздо больше знать, чем другие. Поэтому со временем будет. Бесспорно, также не останется. Выработано национальное движение совсем иного характера, коренным образом отличаясь от нынешнего кошмара хаоса. Я бы сказал, это уже будет продолжением изначального национального движения. Основано не на авторитетах, а на инициативе. Если надо будет завтра опять пойти и начинать новую борьбу, пойдете? Я иду, я же... Почему я же... Вот интересно, почему я же продолжаю? Я никому никакой скидки не делаю, так интересно. Единственное, народ хочет все. Он продолжает, потому что не может остановиться на том пути, на котором ищешь счастье своему народу. Труден этот путь, и с каждым годом идущих по нему становится все меньше. Они уходят от нас один за другим, и не всем мы успеваем сказать спасибо.